Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля – это театр с большой историей. В этом году ему исполнилось 90 лет, так что позади 9 ярких десятилетий. Это новый опыт и новые достижения. Сегодня это многофункциональный творческий центр, на базе которого выпускаются спектакли на чувашском и русском языках, проводятся образовательные форумы, реализуются федеральные и региональные гранты. Театр идет в ногу со временем, чтобы ребятам и их родителям было интересно. Также можно узнать о новых постановках и проектах в социальных сетях. Зрители у нас на сегодняшний день, они не безразличные. Они и видят хорошие тоже, они и предлагают. Молодежь на сегодняшний день очень активно работает с нашим театром. И еще хочу отметить, что в этом году у нас заработала Сеспельская карта. Вы прекрасно знаете, что есть Пушкинская карта, которая уже второй год работает, по планете идет, все хорошо. И мы подумали, почему нет у нас в Чувашии своей карты, у нас в театре. Сейчас у нас есть Сеспельская карта. Это карта для детей от года и до 14 лет. Что дает этот театр, эта карта? Первое, это дает скидку на 20% на 6 спектаклей. Это формируется некий клуб, закрытый клуб, где зрители могут обсуждать разные темы. Вот у нас проходили уже встречи с психологом. Они обсуждали, как нужно с детьми общаться, какие темы нужно затрагивать. Есть разные, даже семьями приходят здесь. Обсуждаем после спектаклей с этой группой спектаклей, обсуждаем фильмы, обсуждаем. Разные темы затрагиваем, встречаемся с ними сами, артисты встречаются, руководство, художественное руководство. Поэтому вот такая работа идет, и это самое главное, обоюдно, интересно и нам, и им. В театр приходят новые молодые артисты, и это тоже очень важно. Здесь традиции русской актерской школы сочетаются со спецификой национального театра, развитием и популяризацией чувашского языка и культуры. Репертуар неизменно составляет русская и зарубежная классика, а также произведения современных авторов. Кроме того, нужно отметить, что в этом году много событий приурочено к еще одной важной дате – 175-летию со дня рождения чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Естественно, к 175-летию Ивана Яковлевича Яковлева мы планировали этот фестиваль. Это фестиваль только на чувашском языке. В этом году они в основном спектакли для семейного просмотра. Со следующего года, я думаю, что это будет традиционным. Если не будет ежегодным, но это будет, наверное, раз в 2 года, мы будем показывать свои лучшие чувашские спектакли в апреле месяце. В этом году еще большая честь и большая ответственность. Мы делаем торжественное мероприятие, посвященное 175-летию Ивана Яковлевича Яковлева в Чувашском драмтеатре. Это будет 25 апреля в 15 часов. Такие большие мероприятия, которые будет делать театр юного зрителя силами, артистами, режиссерами театра. Еще одним подарком для публики в этом сезоне станет премьера моноспектакля «Евгений Онегин». Конечно, ставить классику непросто, ведь здесь нужен новый интересный подход, говорит режиссер Дмитрий Михайлов. Ну а все секреты будут раскрыты публике, конечно же, в день премьеры. Вообще я, как режиссер, не думал о вообще постановке Евгения Онегина, потому что, во-первых, это классика, и для меня, как для молодого начинающего режиссера, я думаю, что это, тяжело для себя сразу такой большой материал брать, именно классику. Но Наталья Алексеевна мне порекомендовала еще раз посмотри, прочитай. И на самом деле, прочитав несколько раз, то есть проштудировав его несколько раз, совершенно поменялись у меня видения, то есть на это произведение, потому что, вспоминав то, что было прочитано мной это в школе, оно мне казалось, если скучным каким-то и так далее. Сейчас это, то есть открылось для меня, открылся роман именно совершенно с другой стороны, потому что вот 190 лет спустя даже настолько этот материал остался актуальным, я уверен, он дальше будет таким же актуальным. История продолжается. Самое время перевернуть страницу и посмотреть будущее. Ну а там, за кулисами, волшебный мир, который завораживает и манит и детей, и взрослых. Елена Яковлева, Антон Небытов. «Жизнь столицы».